помаши, оставила ты, как найдушка верна твоя драгоценна. Святая Богородица, у наших возрывов не погождай молением нашим, яко всякой злой приходит, выбавляй нас отсюда. Панна хвалебная и благословенная, о Пане нашем, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас повернай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас обдарай. Святый Архангел Михаил, и рожи нас в змагании, будь нам обороной супротив спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко нищий помог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла сатану и лиши духов, якие нас Богу душу, смысл во свете нам.
Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и едность Духа Святого, нехай будут с ущими вами. Радіючи привітання у 15-ту звичайну неділю, трошки дождливую, трошки не зовсім літнюю. Приходимо на святую мшу, как слухать Божие Слово, как разважать его в своих сердцах, как умацовывать нашу веру. Молимся сегодня, так як завжди, подчас святої мши у 10 годин за нашу парафію, просячи Бога о потрібних ласках для всіх парафіянів і молодейших, і більш дорослих. Так само пам'ятаємо про тих, хто одійшов до вічності, просячи Бога, прийняв до свого владарства. Как мы могли годно молиться, перепросим Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному и вам, дорогие сестры, что сгрешили времени, думкою, словом, ушибком и занятием. Моя вина, моя вина, моя невеликая вина. Тому прошу найсвятейшую за все Пану Марию, усіх на нього і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Боже, Ты пугаючи показываешь светло Твою правду, как они могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи всем христианам откинуть то, что суперечит с их вере.
Ты икнулся на того, до чего Ты их покликал, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить в едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читание книги пророка Исаия. Так кажет вам: подобное дождь, и снег падает с неба, и туды не вертается, але поїть землю, и робить її уравнювані, и она родить, и приносит плен сеяту, и хлеб для того, кто есть. Так и слово мое, которое выходит из уст моих, не вернется до меня без плена, покуль не исполнить то, что я хотел. Из поспехов не досягнет дороги, зеля чаров я послал его. Это слово Божие. Дякую Пану Богу. Мы ж ведаем, что все створение разом стогне, похудую аж до теперешнего часу. И не только яно, але и мы сами, які маем початок. Духа и миру себе стогнем, чекаючи усыновления, укрепления цела нашего. Это слово Божие.
Читание Святого Евангелия по Матфея. У той день Иисус вышел с дому, ища около мора. И собралось около его множество народу так, что он вошел у човен и сел, а весь народ стоял на береге, и шмат говорил им у приповестях как. Божь вышел сеять сеять. И коли он сеял, одни зерняты упали при дорожье, налетели птушки и поклевали. Другие упали на каменистое место, где не было шмата глебы, и одразу проросли, бо земля была глубокая. Коли же зашло солнце, и они завяли из-за того, что не имели коронев за собой. Иншие зерняты упали в терни, и выросли терни, и заглушили их. А еще иншие упали на добрую землю, и принесли плен, одно в 100 разов, другое уже 50, а иншее в 30. Кто мое Бог, нехай слушает. Это слово Бога. Дорогие сестры и братья, сьогоднішнє Боже Слово звичайно чи незвичайно, так мені здається, являється продовженням вчорашнього Євангелія у святого Бенедикта. Там було Євангеліє про те, як святий Петр питається Єзуса, кажучи, ось ми покинули все, деля Тебе, пошли за Тобою, і що ми за це отримаємо? Єзус промовляє приповість. Приповість для того, як найбільш доступно і найбільш просто показать сенс доброй новины. Найбільш просто показать так само Божие братство, про яке говорить сьогоднішнє Євангеліє. И приповесть является для нас, думаю, что в некоторых моментах, может, навіть частей, такими люстерками, их можем приглядеться. Думаю, что каждый, кто стоит на ранице, где в первую чергу глядится люстерка, як виглядає. И приповесть является так само таким люстерком, где можем поравнать себе и поравнать себе для того, что жить. Это слово, какое говорит у нас Иисус Христос. И, конечно же, с одного боку, сегодня мы так само можем поравновать себе до этой приповести, до этой глебы, про якую говорит Иисус Христос. Сеял, сеял, одно упало на каменистое место, иншее зерно упало на неглубокую землю, иншее так само еще легкие терни. И розовое зерно принесло возможность. И человек так само, коли слухає це слово, починає поравновувати себе до этого. Наскільки я приймаю слово, наскільки я учуся жити цим словом, наскільки і оно во мне приносить розвиток плоду. І, звісно, можна задавати собі шмат питань, можна так само задуматися над сенсом, глибшим сенсом цього Євангелія. Вспоминается мне такая история, которую я колись прочитал про святого Альберта Хмельовского, який жив у Польщі, заснував орден
в кав'ярні, що будучи монахом, будучи тим, хто покинув, так скажемо, таким простым, бедным, хамицей. И когда так размовляли, когда так само были люди, я шадрыжу и усмехались. И один из них запытавший его таким чином, пусть брата, ты пробовал развивать свою карьеру в войску, пробовал развивать свою карьеру в науке, пробовал развивать свою карьеру в мастацтве. А ось зараз у гэтым хаце, ці ты знайшоў тое, што шукаў, ці ты знайшоў сваё шчасце. І Ганна адказвае, ну, скажите, у гэтым годзе мы з братамі раздалі там 20 тысяч буханок хлеба для бедных, раздалі 12 тысяч порций каши. І якби більше нічого не сказав. Просто встав, він був після війська, був під час воєнних дій, у нього ноги, у нього такий дров'яний протез, був цим протезом вийшов. Ну і, звісно, що він був таким оптимістом, і це все було такою оптимістичною атмосферою. Але цей простий приклад так само показує те, що цей чоловік якби прийняв Боже Слово, і воно принесло їм плод. 100 разів. Гэтая глеба, на яку упало Боже Слово, воно сапраўды мела магчымасць памерці і воскреснуць. Але з другого боку, так само сьогоднішнє Євангеліє звертає свою увагу на сеяние. На сеяника, который сеет. И в этом, конечно, сеянником есть Иисус Христос. Петр, когда пытался Иисуса, что мы открываем завет за то, что пошли за тобой, так само чекав нечего незвичайного от Иисуса. Чекав нечего незвичайного от сеянника. А тут ничего не старалось. Иисус просто ходил по городам, по вёскам, обвещал Божие Слово, робил чуди, але чекання людей, які чекали на Месію, чекали на некое завершение его на миссии, к этому не приходило, кому они пытались, что мы отнимаем, что далее будет. И в этой приповести все ж таки найважнейшим есть сеяние. Поглядите, что он, как бы, конечно, в нашем уявлении того, как земля была уродливой, то землеробы и там оруть, барануть, удобрают. Найменш было ось такой земли, которая не принесет плён. И с одного боку можно сказать, что это сеяние бестолковое, сеяние куда попало. Не зважая на тым, куды гэтае зерне ўпадзе, ці на каменне, ці на сухую зямлю, ці ў церні, ён проста сеє. А значыць, таксама марнуе гэтае зерне. Як бы не дбае аб тое, каб яно расталося, каб яно больш прынесла плён. І менавіта такім ёсць Ісус Христос, такім ён як бы здзіўляў сваіх вучняў тых, хто яго слухаў. Ён не дбаў пра тое, да кого, яким чином. Він просто здійсняв свою миссию. И, конечно, он говорит про Божье владарство, которое уже пришло. Он скажет, Божье владарство у вас. Божье владарство уже тут. И в этой приповести сеянник, який является так само такой фигурой Иисуса Христа, он найважнейший. И он является сьогодні так само для нас таким прикладом. Прикладом справжнього життя, такого у Божій присутності, у Божьем владарстве, которое уже пришло, которое есть у нас, которое так само
у нас живе, і нашим заданням є той, щоб його не заглушити, щоб постійно бачити від речей, де які Ісус Христос. Не глядячи на ту, в якій ситуації, в якому шароті ми знаходимося, це місія, яку вклав у нас Бог, раз сакрамент просто, місія обвящення Божого младенства, вона справді є місією Божою. Вона справді є місією вічною, королівською, до якої ми покликані якраз ласку Духа Святого. Нехай Ісус присутний сьогодні з нами в Євхаристії, масовує нас обвящення Євангелія, тим, як ми справді бачили Христа і вміли Його обвящати, вміли нести Його інше життя. Амінь. Визнаємо нашу віру, вірувати на Бога, Отца всемогущего, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженного, и от всеми мирами, Бога от Бога, серого от серва, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный сам за нас, при Понтии Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, по роду Писания, и взошел на небо, сядет праворучия Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его голодавство не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына по плоти, якому разным Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял раз пророков. Веру в один святый католический и апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога Отца, якому ми визнали нашу віру, з довіром учнячом субойної молитви і просьби. Молимся за Святый Костел, как он отдал показывал свету соправдный сенс Христового учения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, а так само за всех епископов и пресвитеров, как Бог освящал и умацовал их у обвящения Евангелия. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за кравников держав, как они мудро вирішали існуючі політичні і економічні проблеми. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто не приймає Христа, как они поверили у Його і знайшли у Його навченні відкази на питання, які їх непокоять. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто виносив тяжкі матеріальні та духовним становищем, как они отримали доброзичливу і безкорисливу допомогу від родних і сябров. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о потребных ласках для всех наших парафий. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этого святейших ахвер, как сегодняшняя встреча с Христом наполнила нас радостью и спокоем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Просим Тебя, Пане, выслухай наши молитвы и наполни нас дарами Твоей безмежной любови. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего костюла, первенни их духовный посилок для Твоих верных, как промающие воины возрастали в святости прас Христа Пана нашего. Пан с вами. Богу сердце. Как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку, Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он своим народжением с Девы Марии одарил человечество новым житьем, своею мукою знищив наши грехи. По устанням с мертвых дал нам удел житті вечный, а узыходячи до Тебе, Ойче, отчинив нам брамы неба, тому за анgelами святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ним вскликаючи. Сапраўды Божа, Ты святый, справедливо хвалит Тебе все Твое створение, во праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действою моцью Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно избираешь народ свой, как от усходу солнца и до захода, складал в имени Твоему чистую отвязь, там у едности всем костелом первый день тыдня,
коли Иисус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебя. Освяти мощью Духа Твоего эти дары, які ми принесли Тобі на хляб, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо Ён у тую ночь, коли був видатен, узяв хлеб и, подяку Тобі складаючи, благословив, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих и, подяку Тобі складаючи, благословив и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго все, бо гэта ёсць келих крви моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая союзница веры. Пане, вспоминаючи збавчую руку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскрешение в небошестве, и чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую и святую хляб. Узглянь прощен на дар Твоего костела, и прими Его як хляб, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Некоем сам учинить нас вечным даром для Тебе, как позволит спадщину с выбранниками Твоими, наипреж на святейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и Иоанном, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, со святым Францишком и всеми святыми прозаступництва, яких мы сподеемся на Твою неоступную допомогу. Просим Тебе, Пане, якой гэтая вера наша поєднання принесем всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый высылать у веры и любови костел Твой, який пилигримует на земли со слугой Твоим, папам нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрой, бискупом Александром, с ущими бискупами, ущим духовенством и ущим народом Тобою. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласково жени собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто уласся Твой дошел с этого свету, милостиво прими в володарство Твое, где мы сподеемся быть, праздновать ими завсёды, радоваться Твоей хвале. Прос Христа, Пана нашего, ради Бога добрый свет, усилятели добро. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так, как нас научил Иисус Христос.
греху и захования души этого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыгся Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Проси, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, даруйся Его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, яхай завшеды буде з нами. І з Духом Твоїм. Передайте ближньому знак супокою. Божь, баранок Божий, вот что их, кто верный себе грехи щели. Благословенные покликанные на вечер приходят. Аминь. Я не ладный, как Ты вошел до меня, а я скажу только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Умазованные Твоими дарами просим Тебе, Боже, как дякуючи удел в этом сакраменте, у нас возрастал плен избавления праз Христа Пана нашего. Дякую велике за сьогодні молитву, за обірування, за клопот, за вибирання каплиці, за квітки, за розне добро, яке робиться на користь нашої парафіяльної сім'ї. Дякую так само за інші інтенції. У середу, 15 липня, свята Святого Бонавентури в нашому ордені біскупа і доктора Крещова. У четвер, 16 липня, у спомін Найсвятейшої Панни Марії з Гори Кармель, урочистості у Будагаї, і хто їжджає, може їхати. Так само далі протягуємо молитися за нашого мастака Валеріана Янушкевича, який працює над внутрішнім оздобленням наших святинь. І так, як звичайно, долучитися до молитви в нашій каплиці можна тут, на місці, фізично, або ще весь час через YouTube канал. Кожен день 19 годин, а прошлого понеділка, і в неділю 10 і 18. У наступну неділю наш брат Ян Садовський день народження відзначає свята Міша, за яку буде 18 годин. Так само на гэтым тыдні нашу святыню прыбіраюць парафіяне з вуліцы Ложынскай, Лужскай і Шафарнянскай. І такая прапанова ёсць просьба да тых, хто уже не мае што рабіць, альбо напэўна мае, альбо хоча ахвяраваць нейкі свой час для нашага супольнага добра. Можа, нехта мае мотакасу, мужчын, можа, з тых, хто ёсць, а можа, з тых, хто там чуе з того боку екрана. Вось у нас вже наросло тут розних бур'янок, і лебяди, і розних інших речаў. Таму на протягу тижня, калі хтось мог би прийти і допомогти покосити, то було б цудовно. Ми тут плануємо під цими соснами зробити таку часову дитячу пляцовку, тому що сподіваємося, що епідемія поступово буде закінчуватися. У нас є шмат матеріалів, таких, которые уже не потрібні для будови. Там будуть стільки, сподіваємося, що все отримається які качельки, пісочниця, кресло, столик, так, щоб було все утульно і пригоже. Ось, так само для цього треба підрихтуватися. І що у нас є з того боку цієї гори чудової, куча дров, которые частково вывезли, кто мог. Ну, а остальные треба трошки было посортировать и, можливо, порезать для того, как поскладывать у поветку. Тому тут так само есть праца, и в связи с этим, не ведаю, что, напевно, мы не зробим зараз, бо это немагчимо, але перед зимой хотелось бы, как бы это, зробить, может, который год это лежит, потрошки вывозится, но порада потрібно, все ж таки, треба думати про це. Тому пропоную так само у нас в эту суботу, ближайшую, 18 липня, 15 годин, мужчина може поглядеть план наш, не только поглядеть, а, конечно, так само зробити, принаймні розпочати, ну а потім поступово будемо працювати. В мене все.